Небольшой корт, кий и шайба. Задача – загнать свою фишку в зачетную зону на противоположной стороне корта. Максимальное количество баллов – 10 очков. Можно заработать, попав в самый ближний сектор. Своей простотой и доступностью шаффлборд завоевал популярность среди миллионов людей по всему миру. В Северной Осетии Федерация шаффлборда существует уже 2 года. За это время наша команда приняла участие во многих соревнованиях и турнирах. Последний проходил в Сочи, на котором сборная Северной Осетии среди людей с ограниченными возможностями заняла 1-е место. На сегодняшний день мы провели международный турнир, где принимали участие и игроки из Беларуси, с Абхазии, с Армении, с Республики Чечни, с Краснодарского края и ряд других регионов. И там мы тоже принимали участие. И довольно-таки успешно мы выиграли этот турнир. В шаффлборд может играть каждый – ребенок, взрослый, человек слабовидящий или с поражением опорно-двигательного аппарата. Людмилу Тамаеву шаффлборд больше года назад привел в спорт. Сегодня она один из самых активных игроков команды. Он мне много дает, этот вид спорта. Здоровье поправляется, то есть я шевелюсь, общение у нас происходит, я знакомлюсь с другими и здоровыми. Здесь ограничений нету в этом возрасте, то есть здесь могут играть от ребенка до самого взрослого, кто сможет держать, толкать эту клюшку. Да? Сейчас команда активно готовится к новому турниру. В мае 2015 года Сочи примет чемпионат мира по шаффлборду, где на 200 дорожках будут соревноваться 600 спортсменов из 25 стран. Тома Валева, Лена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.